Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Сегодня, братья и сестры, мы провожаем Пасху, последний день отдания Пасхи. Завтра уже день Вознесения. Как известно, в Вознесение Христос перед своими учениками уходит с этой земли, до этого пребывая 40 дней с ними, не так же, как Он был все эти дни и даже годы, которые Он провел со своей общиной, путешествуя по земле, встречая разных людей, проповедуя, исцеляя, совершая те знамения, которые свидетельствовали о том, что Господь пришел в этот мир совершенно особым образом. И вот эти праздники, отдания, Пасхи и Вознесения, они как бы такое складывается впечатление, что Господь покидает этот мир. Мы помним, что Он сказал, и что мы читаем каждый раз во время крещения и на крестный ход, когда идем, тоже читаем именно это чтение. Сегодня мы опять прочтем: «Я с вами во все дни до скончания века». И сегодняшние слова о свете, которые повторяются не единожды, даже сегодня, а если почитать Евангелие от Иоанна, то там вообще это многократно повторяется. И вот это образ света, образ того, что поражает тьму, лишает ее силы, открывает закоулки, освещает их. Свет Христов просвещает всех, даже в литургии, прежде священных даров, такие слова мы говорим. Все эти образы – это не просто лишь красивые слова. Это то, что действительно вошло в мир и в нем осталось. И когда мы слышим эти слова, мы понимаем, что Господь вознесся на небо, но не оставил нас без этого света. Христос действительно пребывает в своих учениках, в своей церкви. И, собственно, церковь и призвана этот свет являть в мире. Поэтому не будем надеяться на кого-то, на каких-то умных людей, на богословов или знаменитых каких-нибудь архиереев, иереев, неважно, кто ты в церкви. Ты член церкви. А раз ты член церкви, значит, это твое призвание – являть в этом мире свет, рассеивать тьму своей улыбкой, своим мировоззрением, своей радостью, которая не может покинуть верующее сердце, своими делами, в конце концов, и помышлениями сердца. Будем, братья и сестры, всегда помнить о том, что Господь с нами. Господь не имеет преград для того, чтобы пребывать с верующим человеком. В самых трудных закоулках не просто мира, а именно состояния человека. Господь может быть рядом, и зависит только от нас. Обратимся ли мы к Нему, призовем ли мы Его, воскликнем ли мы в своем сердце эти слова, которые перестают быть просто благочестивым возгласом, но исповеданием веры. Христос воскресе!